Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем, как 59-летний гражданин Эфиопии попал под колеса Hyundai в Казани. Налево, направо никого нет, это мое право. Куда пришел, я не знаю. Это не его право здесь. И гибель женщины под колесами Форда в Ютазинском районе. Покажем квартиру, вспыхнувшую сегодня в Челнах, и мужчину, подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум людям в Казани. Пострадали его родная дочь и брат сожительницы. А также задержание закладчика наркотиков. Я вообще домой шел. При тебе сколько сейчас при тебе? Я не знаю, посмотрите. У молодого человека, гуляющего в безлюдном месте у железнодорожных путей в московском районе Казани, обнаружили больше 30 граммов синтетических наркотиков. А как ты собираешься их передавать? Координаты, как бы что-то. Сказали, сначала нужно сфоткать их. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Это и не только прямо сейчас. 59-летний гражданин Эфиопии попал под колеса Hyundai на улице Аделя Кутуя в Казани. Он переходил дорогу на зеленый сигнал светофора и не понимал, почему водитель белой иномарки грубо нарушил правила дорожного движения. Пострадавшему 59-летнему мужчине, гражданину Эфиопии, вызвали скорую помощь. Удар, говорит, был очень чувствительным и пришелся как раз в колено. У автомобиля разбилась фара и бампер. Я нормальный человек, просто попал, пришел, меня вылетел с этим машиной. У нас зеленый, я стоял, зеленый, пока я сразу начинал, автоматически пришел, как мне вылетел. Мужчина рассказал, он переходил дорогу по пешеходному переходу. Специально дождался, когда загорится разрешающий сигнал светофора. Машины остановились, и он смело шагнул на зебру. Hyundai появилась неожиданно. Откуда? Мужчина так и не понял, но был сильно возмущен, что ему не уступили дорогу и сбили. Зеленый пока, да? Я начинал, раз, два шага. Он пришел прямо, оттуда пришел на дорогу, налево, направо никого нет, это мое право. Откуда пришел, я не знаю. Это не его право здесь. Это моя правда. Говорит, скорость у автомобиля была большая. Иначе как объяснить сильную боль в ноге и разбитый пластик передней части машины? Конечно. Я вообще не было бы этой скорости, я видел бы. Рассказать, почему не заметил пешехода, водитель отказался. Но автоинспекторы установили, что 32-летний мужчина за рулем Hyundai поворачивал налево на улицу Аделя Кутуя. Маневр этот был ему разрешен, но пешехода пропустить он был обязан. Где пострадавший? Вы пострадавший? Да. Пойдемте в машину. Сбитого мужчину госпитализировали, предварительно диагностировав у него травму ноги и ушиб пальца руки. Рамиль Галиуллин, Наиль Абдуллин. Вызов 112. А в Ютазинском районе водитель Форда сегодня утром на пешеходном переходе не выбрал безопасную скорость, не уступил дорогу и сбил переходящую дорогу по зебре женщину. Пострадавшую срочно госпитализировали, но врачи оказались бессильны. От полученных травм она скончалась в больнице. Во всех обстоятельствах теперь будут разбираться следователи. По факту ДТП, вероятно, будет возбуждено уголовное дело. 45-летняя женщина, которая переходила дорогу по всем правилам на улице Серова в Казани, попала под колеса «Лады Гранта», за рулем которой находилась 28-летняя девушка. По предварительным данным, она не уступила дорогу пешеходу, когда выезжала на дорогу с прилегающей территории. Пострадавшая получила телесные повреждения. Ответственность, которую понесет автоледи, будет зависеть от тяжести травм, которые получила пешеход. Двух женщин, одна из них беременная, другая пожилая, спасли сегодня пожарные в Челнах. Сообщение о возгорании поступило на номер вызова пожарной охраны 101 сегодня в 12 часов 31 минуту. В однокомнатной квартире на 5-м этаже 10-этажного дома на улице Жемчужная горели вещи. Людей там не было, дым быстро заполнил лестничную клетку и стал проникать в квартиры соседей. На улицу самостоятельно вышли 10 человек. Двум женщинам выйти на свежий воздух помогли пожарные. Их вывели на улицу в кислородных масках. Через 15 минут после вызова пожар был полностью потушен. Площадь возгорания составила 4 квадратных метра. Причины сейчас устанавливают дознаватели. Двух человек ранил ножом 45-летний мужчина в квартире одного из домов на улице Лаврентьева в Казани. Среди пострадавших 21-летняя дочь мужчины от первого брака и брат его сожительницы.
В отдел полиции Савинова поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома по улице Лаврентьева мужчина угрожает ножом. На место происшествия выехали сотрудники полиции. Установлено, что в семье возник конфликт на бытовой почве. 45-летний мужчина схватился за нож. В результате конфликта 2 человека получили ранения. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. Как выяснили стражи порядка, конфликт вспыхнул между 2 мужчинами. Они вспоминали былое. По предварительной информации, оба в прошлом были судимы. В пылу ссоры подозреваемый схватился за нож и ранил своего оппонента в живот. Ранение было непроникающим. В этот момент пострадала и дочь мужчины, которая пыталась отобрать у отца нож. Обоим медики оказали помощь на месте. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Больше 30 граммов мефедрона обнаружили полицейские у молодого человека, который попал им на глаза на улице Коломенская. При виде стражи порядка мужчина сильно разнервничался и попытался скрыться из вида. Но безуспешно выбросить свертки он не смог, и их при себе у него было больше 1,5 десятков. Так пришлось во всем сознаться. Я вообще домой шел. В это полицейские не поверили. Место для простых прогулок слишком глухое и безлюдное. Железнодорожные пути рядом с улицей Коломенская. Опыт подсказывал, что просто так в таких местах в одиночку не гуляют. Либо ищут закладки с наркотиками, либо их оборудуют. При себе сколько сейчас при тебе? Я не знаю, посмотрите. Сейчас ты заложил, нет хоть сколько-нибудь? Там. Там. Сколько ты заложил? 3. После такого что-либо утаивать не имело уже никакого смысла. И молодой человек признался во всем. А как ты собираешься передавать? Координаты, чтобы... Сказали, сначала нужно сфоткать типа. Молодого человека в присутствии понятых досмотрели. Присутствие понятых. Еще раз задам вопрос. Имеется ли у вас запрещенное вещество в гражданском обороте? Можешь отвечать? Я не знаю, я вообще шел просто по лесу. Нашел. В этом молодой человек, скорее всего, не лукавил. Оптовую партию, вероятно, действительно забрал из закладки, чтобы потом расфасовать на мелкие дозы и также разложить в тайники. За этим занятием его и застали полицейские. Обратите внимание сразу на магнитиках. Не знаю, скотч, скорее всего, монтажный строительный скотч. Серого цвета. Так, 1, 2, 3. В левом кармане куртки задержанного было обнаружено 10 свертков с порошкообразным веществом, обернутых в серую изоленту. Как позже установила экспертиза, предъявленное на исследование вещество содержит в своем составе наркотическое средство мефедрон общей массой 19 грамм. В другом кармане куртки были такие же свертки, точно в такой же упаковке. Также тоже обмотаны, и также на магнит. Вот, имеются магниты. Вот. Да. Так, 1, 2, 3. В общей сложности у молодого человека изъяли больше 30 граммов синтетического наркотика под тяжестью доказательств. Он признался, что приобрел и хранил наркотики для дальнейшего сбыта. По данному факту в отделе полиции «Восход» было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункт ТГ, частью 3 статьи 228, прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в крупном размере. Суд принял решение об аресте молодого человека. Если его признают виновным, то на свободу он сможет выйти только через 15 лет. Вероника Гайнудинова, вызов 112. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.